В этот праздничный день на торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, вышли почти все жители Кудымкара. В бессмертном полку с портретами героев участие приняли более 1000 горожан. В 6-й раз они вместе с дедами и прадедами встали в единый бессмертный полк. Это у меня дед, который погиб в августе 41-го, и фактически пропал без вести. Мы не знаем даже, где его могила. Даже военных таких фотографий у нее не осталось, поэтому даже видите ту лучшую фотографию, которую я нашел. Лично я бы пожелал нашему народу мирного неба, чтобы не было больше войны. И сегодня, отмечая 73-ю годовщину, мы должны отметить, наверное, 730-ю годовщину, чтобы не было войны. Этот майский день выдался дождливым и пасмурным, но несмотря на плохую погоду, многие кудымкарцы вышли семьями, чтобы почтить память погибших и поздравить ветеранов. Я сегодня со своими детьми, учениками. Это мой дедушка двоюродный, Ништаев Николай Александрович. Разведчиком был, погиб. Это память, во-первых, отдаем честь за погибших. И что пожелать? Желаю, чтобы ходили все. И детей было побольше, да? И погода еще, конечно, соответствовала. Великий день Победы. А чем этот день значим для твоей семьи? Гордостью и храбростью. Поздравляю всех с праздником Победы. Традиционным началом парада стало шествие участников акции «Бессмертный полк» с фотографиями победителей. Жители города встали в одну могучую армию солдат. В честь победы с портретами родных и близких людей, ветеранов, победителей, участники акции несли память о тех, которые не вернулись и кто сам не смог пройти строем в майский праздничный день. Не по приказу, а по зову сердца взрослые и малыши с фотографиями бабушек, дедушек шли строем по всей длине центральной улицы. Люди, несущие портреты своих родственников, сумели сохранить в своих семьях память о поколении Великой Отечественной войны. Это мой отец. Начал войну под Москвой, закончил в Праге. Его в живых уже нет. И вот в этом году, 28 ноября, ему исполнится 100 лет, как он родился. Который год вы уже выходите бессмертным полком? 3-й раз. Для вас это значимое событие? Для вас это значимо, да? Естественно. Красная армия все-таки вместе с коалицией уничтожила фашизм. Вот поэтому и важно отмечать этот День Победы. В одной колонне прошли павшие в войне и их потомки, поделиться воспоминаниями и рассказать о герое своей семьи. Здесь мог каждый, у каждого своя история и боль, свой победитель. Многие несли по нескольку портретов. К примеру, Татьяна Гребнева в этот торжественный день шла с 2 героями. Очень важный день. Это мой дедушка, который воевал с 41-го года сначала. И это мой отец, который тоже ушел 18 лет на фронт и тоже воевал. Отец вернулся, а дедушка погиб на Невском пятачке. И там похоронен, там памятник у него. Мы туда ездили, родственники туда наши. И мы всегда чтим их, эту память. Каждый год 9 мая? Каждый год 9 мая, да, собираемся. Ходим на кладбище к отцу. Дедушке тоже здесь поставили памятник, чтобы он был всегда как бы с нами. И всегда чтим эту их память. В Кудымкаре вообще уже ежегодно, да, в бессмертном полку все больше и больше народу выходит. Да, несмотря на такую погоду, и в прошлом году, и нынче погода, все равно. Это радует? Это радует. Очень радует. На мемориальном комплексе «Звездочка» состоялась акция «Живым поверка, павшим слава». На митинг, посвященный Дню Победы, поздравить ветеранов пришли не только жители Кудымкара, но и из районов округа.
Геройский путь прошли сотни ветеранов. С каждым годом число участников Великой Отечественной войны уменьшается. В Кудымкаре только немногие из 20 оставшихся в живых смогли вместе со всеми отметить великий праздник. Я желаю всем вам ясного неба и благополучия, всего хорошего вам всем. Время неумолимо отсчитывает год за годом, и каждую весну на День Победы приходит все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. На каждый год 9 мая собирают сотни тысяч человек, гордых за подвиги их дедов и прадедов, которые ценой своей жизни смогли сделать нашу родину свободной от немецко-фашистской власти. Ну, конечно, чувство скорби за наших бабушек, дедушек, которые принесли нам мирную жизнь. Ну, и чувство гордости за них, за всех. Кто у вас сегодня на портрете? Это моя бабушка. Она работала здесь телефонисткой. Минутой молчания присутствующие почтили память не вернувшихся с фронта солдат и тех, кто не дожил до сегодняшних дней, подвиг которых живет памятью людской и который бережно хранят их потомки. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов. Ветеранам вручили открытки и памятные сувениры. Ей было 8 лет, она работала в колхозе уже в то время. Я очень ценю ее, уважаю и люблю всех ветеранов вот в таком возрасте, вот кто еще остались. Ветераны, в свою очередь, делились воспоминаниями о том страшном времени, о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Сейчас это вон лягут да спят днем, а нам и ночью мы даже голову не положили, не то что еще уснуть. Не спали, день и ночь работали мы, чтобы доброе здоровье всем, чтобы война больше не было. После торжественного митинга праздничные мероприятия продолжились. В этот майский день можно было услышать любимые песни военных лет и отведать солдатскую кашу. Великий День Победы в Кудымкаре отметили с гордостью, с радостью и со слезами на глазах.